Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем гостям нашего эфира и всем тем, кто в дальнейшем нас услышит, иншаллах. У нас сегодняшний эфир – это как бы продолжение предыдущих эфиров, разоблачений предателей из наших народов. В частности, мы в основном как бы говорим по вилаяту Нохчичу, ввиду того, что мы сами Нохчи, но тем не менее, в любом случае, это касается нас всех. И наша ситуация, я считаю, это зеркальное отражение и в других вилаятах. Есть хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям: если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может сделать это рукой, то тогда языком, а если не может и языком, то сердцем. И это будет самым слабым проявлением имана. Иншаллах, руководствуясь вот этим хадисом, мы в своих эфирах делаем призыв к истине и стараемся опровергнуть ложь наших врагов. Мы как бы ведем эфир на русском языке, ввиду того, что он для нас является межнациональным разговорным языком, без нашего желания. В частности, я анализирую и раскрываю суть происходящего в чеченском сегменте. Во-первых, обсуждать темы других народов всегда проблемно и болезненно. Во-вторых, ты во многом можешь необъективно излагать происходящее в других вилаятах и как бы вызывать нехорошие реакции со стороны братьев и небратьев. Поэтому мне проще излагать и разъяснять чеченскую тематику, в котором я считаю, что я неплохо разбираюсь. А это, как я сказал выше, зеркальное отражение для всех наших народов. И считаю, что есть повод делать надлежащие выводы для искренних мусульман всего Кавказа. Наблюдая за деятельностью прокремлевских ставленников в наших республиках, мы видим целенаправленную работу по искоренению нашей религии, наших традиций и наших обычаев. Их подменяют ложными и чуждыми ценностями, развращая нашу молодежь и растлевая наших детей. При этом создается лишь видимость благополучия и развития как бы на местах. На деле же народ превращает покорную массу рабов и подхалимов, которые не помнят своих корней и оторваны от истинной религии. Мы каждый день со всех площадок средств массовой информации слышим одно и то же. Мол, те, кто призывает к исламу и к шариату, пониманию праведных предшественников, хотят развязать новую войну, опять проливать кровь и вернуть нас в бедность, нищету, что нас якобы хотят арабизировать, лишить нас наших адатов, традиций и обычаев. Вот такая пропаганда днем и ночью льется на всех площадках, 24/7, обвиняя мусульман во всех грехах, а сами тем временем целенаправленно уничтожают наш генофонд и наше будущее. Также среди каждого народа есть и те, кто активно продвигают идею, мол, нужно консолидироваться с Западом и ихними ценностями, и как бы на их штыках и под ихним зонтиком прийти к власти и объявить это как свободу. Получается тот же куфр,
только в другой обвертке. Фантики поменяли, и получается, что мы станем свободными. Это как бы вот противовес российской оккупации. Но мы видим, что с обоих сторон нас сегодня хотят использовать как пушечное мясо для продвижения и для осуществления своих целей, как кафирами с этой стороны, как и кафирами с той стороны. По сути, нас и наши народы затягивают войско Иблиса и делаются участниками распространения нечестия на земле. Пусть Аллах убережет всех искренних мусульман от такого позора. Если ты сторонник истины, то каждому из нас нужно спокойно сесть и подумать, и проанализировать события текущих лет. Если ориентировочно взять даже последние 30-40 лет, потому что все свежо еще в памяти и доступно в интернете, также много живых свидетелей из нас и много аналитиков от разных партий и лагерей, которых можно как бы противопоставлять и делать соответствующие выводы и трезвый анализ, где правда, а где ложь. Кто развязывает войны и истребляет народы, преимущественно мусульман, вместо того, чтобы обвинять нас в кровожадности и как бы любителей развязывания войн. Даже элементарно можно взять официальную статистику самих западных средств массовой информации, которые, можно сказать, озвучивают на всех разных площадках цифры 38-40 миллионов убитых из разных стран, только убитых. И в большинстве своем, они все в большинстве своем мусульмане. И практически все эти войны развязаны лично Западом за последние 40 лет, как бы возьмем западную сторону. Ну, об этом, получается, наши прозападные национал-демократы, либералы, секуляристы, атеисты молчат и боятся обсуждать и анализировать даже саму эту тему. Для справки, как бы хочу напомнить, что вот за последние 40 лет лично под управлением Запада были развязаны войны в Ливии в 1986 году, Панама 1989-90-е годы, Ирак, Кувейт 1991 год, Сомали 1992 и 1994 года, Босния-Герцеговина 1995 год, Сербия, Югославия, Косово 1999 год, Афганистан 2001 по 2021 год, Ирак 2003 по 2011 год, Ливия 2011 год, Ирак и Сирия 2014 год и по сей день, можно сказать, Йемен 2002 по 2015 год. Также можно вспомнить военные операции на территориях Сомали, Пакистана, Нигерия, длительные кампании, можно сказать, дроновых ударов с участием ихнего спецназа, западного спецназа. Опять Сирия, война с исламским государством 2017 и 2018 годов. Иран 2025 и 2026 год. Это неполный список, вот, развязанные и проведенные войны западной стороной. И в основном все эти войны под лозунгом «война с терроризмом». Вот основной принцип капитализма и международной глобальной демократии. Как бы кто не с нами, тот против нас. Это лозунг всех неверных, как на Западе, так и на Востоке. В то же время наш прямой региональный враг Россия также развязывала войны последние 30-40 лет. Мы помним Афганистан, 79 год, 1979 год по 89 год, целых 10 лет
воевали в Афганистане. Приднестровье, 1992 год. Конфликты в Грузии, 1992-93 года. Таджикистан, 1992 год. Чечня, начиная с 1991, можно сказать, года, и по сей день продолжается война. Грузия, 2008 год. Также Россия принимала участие в сирийской войне на стороне режима Асада и убивала мусульман. Ну, опять-таки, об этом предатели манкурты, которые сегодня как бы управляют нашими народами на местах, тоже не хотят говорить. Да, я согласен, цифры убитых и масштаб охваченных территорий несопоставим. Запад в этом плане уверенно лидирует. И именно западные аналитики дают оценки, что вот в этих западных войнах умерло 38-40 миллионов людей. И процентов 90 из них мусульмане, простые мусульманский народ. И при такой статистике мусульмане еще получаются виноватыми. У тех же либералов, у тех же национал-демократов, атеистов, секуляристов и всех остальных. И вот на фоне всего вот этих цифр мы видим, что нас, касательно наших народов, что нас попрекают, что мы стараемся арабизировать наши народы. Хотя я лично не знаю ни одного случая, чтобы нас подкупом, силой, угрозами, пропагандой призывали к какой-то арабизации. Да, понятно, к исламу призыв идет, и он будет идти до судного дня. Но при чем тут арабизация, я не могу понять. То, что Коран ниспослан на арабском языке, и что последний наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, является арабом, не довод и не аргумент кричать и орать с лютой ненавистью, что нас арабизирует, подменяя вражду к исламу и шариату термином арабизация, вводя людей в заблуждение. Для самих арабов ислам также стал источником света и правды, как и для всего остального человечества. Если взять форму одежды, о которой тоже так любят говорить, что нас хотят затянуть какую-то древнюю древность, если взять форму одежды, где женщинам и мужчинам приказано скрывать свои авраты, это не арабская традиция, если вы это понимаете вот в таком ракурсе. На момент откровения пророку, саллаллаху алейхи вассалам, арабские женщины также ходили полураздеты и с распущенными волосами, как сегодня мы видим вокруг да около. Это ислам нам приказывает нам закрыть свои авраты. Но вы, аллахи, лицемеры, боитесь признать этого и открыто об этом заявить, что вы являетесь врагами ислама. А вместо этого, подменяя ложь на истину, вместо ислама вы используете термины арабизация, ваххабизм, неуместные к данной ситуации. По факту вы слуги и помощники сатаны, подменяете ложь вместо истины, сбиваете людей с пути истины. Даже для простого примера возьму себя, кого вы так любите называть ваххабистом, и который стремится к арабизации нашего народа, в частности чеченцев. Валлахи, я могу сказать, что я всю свою жизнь, как в школе, будучи подростком, потом в университете, далее на работе, на службе в рядах военных, советской армии, везде меня постоянно называли пережитком прошлого. Что мне надо было родиться там на 100 лет вперед, что я не вписываюсь в современные реалии, и могу сказать, что я больше чеченец по характеру, по взглядам, по адатам и традициям, которые не противоречат исламу, больше, чем все вы, которые вешают на меня и мне подобным ярлыки ваххабизма и сторонников арабизации.
Напротив, если взять вот европейский костюм с галстуками всех цветов радуги, который вы перебираете часами перед зеркалом, какой надеть из них перед выходом в свет, как вы считаете, выход в кафедрам. И это, по-вашему, получается не европеизация и, получается, не нарушает наши адаты и форму одежды. Когда вы наряжаетесь в европейский костюм, надевая яркий красный галстук, а по сути в прошлом ошейник для рабов, и на пустую голову надеваете кавказскую папаху, это вы считаете нормально. Когда наши женщины одеваются в одежды, где каждая извилина его тела можно обозреть и оценить по вкусу, как путану на трассе, это тоже не европеизация. Если даже взять евреев, у кого одежда настолько специфическая, черного цвета, шляпы одного фасона, волосы, завязанные в косы и бесформенные бороды, а также белые женские носки, это никому не мешает, и никто не делает на них нападки, никто их не обзывает, не называет террористами и радикалами. Даже более того, мы видим, что наоборот от них берут моду и подражают им. Мы на примере можем привести, что вот в самой Чечне на сегодняшний день, Нохчичо, есть такие группы шляпников во главе с монголом, знакомым нам всем под ником «Патриот». Но никто их, однако, не называет ни иудеем, ни яхудами, ни жидами. А вот нам стоит только надеть камис, который прост по фасону, доступен по цене, а также соответствует исламу и удобен, можно сказать, для молитвы и других дел, и тут же полностью скрывает твой аврат, это получается у нас арабизация и повод для нападок и оскорблений. Что это? Откуда эта ненависть? Это открытая вражда и война с исламом, которые прикрываются терминами арабизация, ваххабизм, радикализм, такфиризм. Это, по сути, есть реальные цели и задачи слуг Иблиса под управлением самого Иблиса. И вот это нам, валлахи, всем искренним мусульманам надо понять, осознать, проанализировать и взять на вооружение, и давать отпор всем вот этим нашим врагам по всему фронту. Вот последние события, если даже взять, вот реальные, в настоящем, как только мусульмане по причине природных или других бедствий или траура начинают сближаться, валлахи, мы видим сразу Иблис и слуги Иблиса выпускают своих дворняшек, которые начинают гавкать во все стороны, чтобы внести раскол и разделение среди наших народов. И примеров тому очень много. Примеров таких заявлений много, вот даже в настоящем. Как вот от экспертов по ЛГБТ и ему подобно, да? Вроде бы разные источники, разные люди из разных народов, но по сути ты видишь за этим, что у них цель одна у всех. Это разжигание межнациональной розни и национализма между нашими народами. И все это под контролем одних и тех же кураторов, под управлением спецслужб, под лозунгами, как получается, я не виноват, а он первый начал, я только отвечал. И вот на таком фоне разжигают между нами вот рознь и национализм, вражду и национализм. И вот, находясь в такой ситуации, мы сегодня обязаны задавать друг другу вопросы. А кто сегодня имеет право и силу изменить вот эти нападки со всех сторон, из каждого народа, управляемые кафирами и слугами Иблиса? Вот эта ересь, которая льется со всех чайников, кто может указать каждому его место и приструнить его? Даже взять, вот, к примеру, да, можно сказать, вот этот Манкурт,
который поставлен, чтобы управлять чеченским народом, взять того же вот Кадырова, да, Рамзана, по официальным источникам мы знаем, что у него как бы финансовое положение превалирует 10-15 миллиардов долларов. Вот такие суммы озвучивают. Они сами заявляют, что имеют большую силу, большую армию, технику. Все, что ему нужно, Россия предоставляет, обслуживает, лишь бы они контролировали массы, да? Вот даже вот с такой силой примерно мы же видим, что вот эти манкурты, они имеют власти над нами, потому что они не руководствуются Кораном и Сунной. И вот на фоне всех вот этих событий мы как бы свидетели, что бухтанами, гибатами среди наших народов исторически занимаются внедренные элементы, наши народы, которых мы считаем как бы предателями, джахилями всех мастей, да? По факту я считаю, что большинство из них, преобладающее большинство из них, они все такие же оккупанты, как кремлевские кафиры и ихние агенты, которые со временем научились языкам коренных народов, которые прижились на нашем теле и сегодня по факту управляют нами по принципу «разделяй и властвуй». А нам, по сути, коренным аборигенам приходится оправдываться и опровергать ихнюю ложь и пропаганду вот этих врагов. С одной только целью, чтобы ихнее зло не утвердилось на наших землях. И это происходит на всех уровнях наших народов. Оккупанты, не стесняясь, цинично внушают нам, что они правы и несут свет и свободу нашим народам. А исторически Кремль и в прошлом как Российская империя, потом Советский Союз, сегодня Россия, они как бы управляющими над нашими народами именно ставят вот этих своих исторически внедренных агентов. У них есть свои списки, есть свои архивы, на каждого из них есть свое досье, и вот ставят этих людей, и они контролируют нас. Одних подкупают, других развращают, третьих убивают. А нам постоянно приходится опровергать и оправдываться. Вот такова сегодняшняя реальность. И это нам всем вместе надо изменить, как в первую очередь на информационном поле, а также в реальности по мере наших сил и возможностей. Не сдаваясь, не уставая, мы вот в прошлом, можно сказать, валлахи, я лично хочу сказать за себя, мы старались не обсуждать, не углубляться вот в такие бытовые вопросы вот этих предателей и манкуртов, которые выстроены внутри своей системы на разврате и на развращениях. Но для того, чтобы вывернуть вот эту ложь наизнанку и показать, что значит, вот в частности, если взять вилаят Нохчичо, что значит путь Ахмата Кадырова, и на чем он построен, и какова цель этого пути, мы должны целенаправленно разоблачать все вместе и разъяснять всю их грязь, если даже это тяжело и непривычно для нас. С одной единственной целью, чтобы люди узнали правду, чтобы нас и нашу молодежь не вводили в заблуждение. А все, кто это понимает, переживает и осознает то зло, которое навязывается нашим народам, вот эти гнойники на нашем теле, мы должны их изобличать и уничтожать. Все, кто имеет информацию про этих манкуртов, про этих рабов, кафиров, кремлевских рабов, вот любая информация, в силу каких-то обстоятельств он сам не хочет светиться, высказываться, пусть
информацию доводит до тех братьев, кто это способен делать, кто это делает. А мы, в свою очередь, должны грамотно и последовательно доводить все до нашего народа, до наших народов, что они не из нас, что они являются врагами ислама и мусульман. И мы это знаем. Они должны понимать, что мы знаем, кто они такие. Вот эти любянские муллы, которые впихивают нам, что мы являемся гражданами России и обязаны защищать интересы Кремля, и как мы стали гражданами, а как вот мы стали гражданами России, они, как правило, не говорят. Вот привести есть такой пример для ясности. Оккупант и насильник захватывает семью, убивает хозяина дома, а жену, соответственно, делает своей наложницей, а малолетних детей воспитывает как свою будущую раб-силу для себя, переписав их на себя. И когда вот дети взрослеют, один из них не хочет вот смириться с таким положением, где-то подсознательно они все это помнят, осознают, и он как бы подговаривает своих братьев, вот надо мстить, надо вернуть месть и так далее и тому подобное. А те ему говорят: ты что, ненормальный, мы носим его фамилию, он нас как бы взрастил, мы не имеем такого права якобы. Тем более он чтит нашего отца, от его имени открыл фонд, и с нашей мамой ручкается. И тогда он как бы решается на эту операцию самолично, в одиночку. Ну, получается, потом братья его сдают, его арестовывают, в лучшем случае сажают на 25 лет, откуда практически гарантия, что не вернется, или сразу убивают на месте. Вот такая ситуация у нас с российскими гражданами и ихними паспортами. Как мы стали ихними гражданами, как мы получили ихние паспорта. И вот эти, видя вот всю эту ситуацию, люди, которые десятки лет вроде бы учили Коран, Сунну, теряли время, энергию. И вот эти люди нам сегодня доказывают, что мы должны защищать интересы России. Субханаллах. Алхамдулилля, иншаллах, Аллах все видит. Многие бывшие подельники и соратники того же Ахмата и его пути сами по истечении какого-то времени уже начинают как бы оправдываться, рассказывать о сущности вот этого пути. В частных разговорах, будучи пьяными, многие из них рассказывали вещи, которые по факту не укладываются в голове не только с позиции мусульманина, но даже с позиции обычного человека, далекого от религии. Как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. В трезвом состоянии они, видимо, предпочитают молчать, поэтому надо их как бы ловить на том, когда они находятся под настроением, и как бы, пользуясь случаем, выуживать у них нужную нам информацию и доводить его как бы до наших народов. Мне рассказывали, когда одного из таких вот подельников Кадырова упрекнули, что он якобы как бы атеист, и что это как бы неправильно, ненормально, он сам открыто признал, что он не верует в Аллаха и отрицает его существование. Это ближайший как бы подельник Кадырова. И по сей день находится вот на этом своем утверждении. Аузу билляхи. И дополнительно считает, что в своем утверждении на атеизме не последнюю роль сыграл с его слов это именно Ахмад Кадыров, будучи лицемером. Сам Ахмад никогда открыто как бы себя атеистом не признавал, свои
ну как бы со слов вот этого очевидца, своими советами, наставлениями и личными поступками многократно подтверждал, что верующим не является. Рассказывают, что бывали случаи, когда подельники Ахмада в разных ситуациях, ссылаясь на слова каких-то ученых, говорили то или иное действие, как бы ислам запрещает. Очевидцы говорят, что Ахмад отвечал прямо, мол, этих мул, которые что-то запрещают, надо ставить к стенке и пускать пулю в лоб. Это как бы не выдумки, это слова вот людей, которые имели близкие отношения вот с этими людьми. Также один из них, как бы рассказывая о себе, как о светском человеке, выросшем в системе атеизма и близко знакомый с такими фигурами, как Равиль Гайнутдинов, который сегодня как бы является муфтием России, который бытность учился в Узбекистане, там же, где учился и Ахмад Кадыров. Также он близко знаком как бы с патриархом Кириллом Гундяевым, патриарх московский и всея Руси. Вот зная близко этих людей из его рассказов, он рассказывает вот такие вещи. Вот это медресе вот в Узбекистане, который на тот момент как бы от советского, от Кремля, от управления Советов как бы курировал на тот момент Рудник Дудаев. Человек, который более 30 лет проработал в КГБ и ФСБ. Он именно начинал службу в КГБ Узбекистана. Лично курировал медресе и стал, можно сказать, первым наставником и вербовщиком, и учителем именно вот этого Кадырова Ахмада, который также является атеистом. Его считали на тот момент одним из ведущих специалистов по борьбе с исламом на территории Советского Союза и, более того, даже на Ближнем Востоке. Можно сказать, вот этот учитель и наставник Ахмада, и которого после устранения самого Ахмада Рудника Дудаева убил сын вот этого Кадырова Ахмада, Рамзан Кадыров, закрыв его в своем вагончике, устроив потом поджог, можно сказать, сделал из него шашлык. Вот эти люди, которые как бы были очевидцами вот этих процессов, вот они, вот эти подельники в частных разговорах по пьянке рассказывали, что ни разу, ни в одной непубличной ситуации не видели у них, у этих святош, что у Ахмада Кадырова, что у Гундяева, что у этого патриарха Кирилла, что то хотя бы отдаленно напоминало религию. И они как бы заканчивали свой разговор, и как после этого можно уверовать. Мне как бы рассказывали особенно одну историю, как они сделали совместную поездку в Узбекистан, вспоминая свои студенческие годы, Гайнутдинов, Кадыров и некоторые из их окружений. И вот туда как бы Гайнутдинов с собой взял 3 проституток, специалистки своих дел. И Кадыров Ахмад, видя вот эту ситуацию, решил его перещеголять и набрал с собой 4 девушек легкого поведения. Также рассказывали, что вот этот Гайнутдинов привез туда домашнее вино в стеклянных бутылях, оправдывая, что это непосредственно он сам готовил, поэтому оно как бы халяльное. И там уже на месте Кадыров Ахмад через своих старых подельников, поставщиков, еще с студенческих лет, заказал им и порошки в сухом виде примерно. И они, получается, там несколько дней вместе кутили, блудили. Вот описывая вот этих людей, тех, кто публично сегодня как бы представляет мусульман в целом по России,
и также православию в целом по России. Вот этот рассказчик задавал своему собеседнику один простой вопрос. Как я могу уверовать, глядя на то, как они живут на самом деле? Я, будучи атеистом, бывал в шоке от поступков и выходок этих мул. Вот по сути есть путь Ахмада. Вот мы помним, вот в недавнем прошлом, в одном из своих интервью Адам Делимханов по прозвищу Сазан на вопрос, что бы он сказал, если бы встретил Ахмада Кадырова сейчас и здесь, девушка или женщина задает ему такой вопрос. Сазан прослезился и ответил, он бы пожелал, чтобы Аллах был доволен тобой, как бы пожелал бы Кадырову Ахмаду. Валлахи, возникает соответственно вопрос, за что Аллах должен быть доволен Ахмадом Кадыровым? За то, что он предал Аллаха? За то, что он предал его религию? За то, что он предал мусульман, свой народ? За что Аллах должен быть доволен? За призыв убивать неродившихся детей в чреве матери? Вот по сути, вот есть путь Ахмада. И как бы обращаясь дальше уже к Адаму, добавил бы, что Сазан, он, можно сказать, самый большой трус, лизоблюд и лицемер вот в кадыровском окружении. Адам, вот лично он, лучше всех остальных знает, кем был Ахмад Кадыров на самом деле. Что он был кафиром, предателем и алкоголиком. И Адам лучше других знает это. Сколько и как часто он пил, где и с кем он пил или блудил. Есть много очевидцев, когда рассказывают, что и Адаму, и Рамзану не раз приходилось пьяного Ахмада, который совсем как бы не мог стоять уже на ногах, брать под руки и затаскивать машину, чтобы везти домой. Как он устраивал гулянки с женщинами, будучи муфтием республики. Почему ты не рассказываешь вот эту правду? Я обращаюсь вот именно к Адаму. А потому что ты трус и лицемер. Потому что ты боишься Рамзана больше, чем самого Аллаха. Ты знаешь, что будет с тобой и с твоими братьями после этого. И как внедренный агент, сколько он чеченцев уничтожил, сдавая российским структурам. Сам Ахмад Кадыров составлял списки чеченцев, которые воевали против России, а также тех, кто сочувствовал или просто помогал. И Ахмад самолично передавал вот эти списки в руки ФСБ. А дальше происходили зачистки, и по этим спискам люди исчезали или просто их убивали. Вот это есть путь Ахмада. Вот что делал Сазан, твой Ахмад. И ты это прекрасно знаешь. И именно все зачистки в основном происходили по его спискам. Мы помним из рассказов и обращений самого Ахмада, как он предлагал подселять кафиров в дома к семьям тех несогласных и в дома родителей, у которых дети сражаются против кафиров. Вот как это делают иудеи, яхуды и китайские коммунисты. Вот что предлагал Ахмад. И многие это слышали, и вот эти ролики есть сегодня в интернете. Вот это есть путь Ахмада. Также один из приближенных рассказывает, что однажды он, как по приезду Ахмада в Москву, повез его на прием к Путину, предварительно договорив о встрече. Ну, как бы пресс-секретарем у него как бы по Москве, видимо, опирался на него. Когда он вышел из Кремля, этот очевидец рассказывает, он, который ждал его уже, рассказывает, что он как бы самого Кадырова не узнал. На нем лица, говорит, не было.
Путин его, говорит, настолько напугал, что он толком как бы не соображал. Когда я спросил, что случилось, он попросил меня как бы дать ему сигарету. Мы сели в машину, говорит, я дал ему сигарету. Ахмад закурил сигарету и полностью выкурил его, сильно затягиваясь, потом начал прерывисто говорить, что Путин опять сказал составить список, на этот раз данные о 500 человек, и передать их как бы ФСБ. Мол, уже сам Ахмад уже стал не выдерживать. Мол, я уже не могу, сколько можно составлять и передавать эти списки. Вот об этом надо рассказывать примерно, когда вы нахваливаете вот этот путь своего как бы хозяина-предателя. Вот, обращаясь к Рамзану, обращаясь к Адаму и остальным, вот рассказывайте, вот, что по факту и на самом деле вытворял ваш вот этот предводитель, хозяин, предатель по факту. А то, получается, Адам, каждый раз ты стоишь, то ли плачешь, то ли строишь блудливую улыбку, лишь бы угодить как бы своему хозяину Рамзану. Вот почему это все не рассказываешь? Почему ты не рассказываешь про то, как тебе пришлось выдать, допустим, свою мать замуж за его водителя? И это произошло после угроз Рамзана в отношении тебя. Вот этот путь есть ваш путь Ахмада. Про то, как Рамзан тоже многие из нас видели, в Ютубе есть видеоролик, если не убрали, как он в твоем же доме, без твоего разрешения, как бы обращаясь к твоей жене, говорит, что он ее назначает своей помощницей, объявляя это при тебе и в твоем доме. А ты стоял там весь покрасневший. Когда он тебя и твоих братьев опускал, стреляя тебе под ноги из пистолета, почему ты вот эти вещи не рассказываешь? Даже не старайся опровергать то, что мы излагаем. У нас есть живые свидетели, которые уже как бы свободны и начали понимать вкус свободы и рассказывать о ваших преступлениях и убийствах. И еще хотелось бы как бы отметить то, что с кем у вас как бы возникают непонятки, и кого как бы вы унижали и унижаете, а потом по каким-то причинам как бы бывает, что расстаетесь или прогоняете вы их по разным причинам, или они сами соскакивают с ваших удочек, с крючка, и уже как бы оказавшись на улице за пределами России, они в основном любят каяться и рассказывать ваши секреты и те пошлости и подлости, в котором вы живете. И более того, некоторые готовы помогать и рассказывать о всей вашей внутренней кухне, чтобы отомстить вам за все унижения, которые им пришлось от вас терпеть. Алхамдулилля, все, что вы делаете, оборачивается против вас же. И бумерангом, можно сказать, возвращается к вам. Взять того же Даудова, который, предав своих товарищей, перешел на сторону врага, и после своего предательства, можно сказать, был усыновлен Аймани Кадыровой, матерью Рамзана, и впоследствии которого поселили в Хоси-Юрте, пока он проходил процесс адаптации и лояльности, как говорится, курс молодого бойца. И обычно мы видим, как он в унисон с Рамзаном любит выступать с пафосными речами и угрозами в адрес несогласных, и всех нас призывает на войну за унитазы Путина. Сам в прошлом, после того, как стал предателем, начал воевать против тех, кто не сломался, как он сам, и кто остался верен взятому курсу, и воевал против оккупантов, против кремлевских врагов,
против Путина. А в настоящем, называя текущую войну джихадом, которая сегодня ведется на территории Украины, хотя они сами, ни их дети на войну не идут, ну, мы помним, как в прошлом они все, тот же Даудов, и тот же Кадыров, и тот же Демирханов, все они любили попрекать вот нашего лидера Амира Масхадова, что у него есть сын, и почему он не находится на территории джихада, если Масхадов прав. Если вы сегодня правы, если вы сегодня искренни, почему, не говоря уже о вас самих, почему ни один ребенок из вашей семьи не стал героем в этой войне? Почему мы ни одного не видим там, валяющий в грязи, или как бы раненого? Почему мы не видели ни одного ваших там на войне, если вы говорите правду и если это есть джихад для вас? Я еще в прошлом, когда еще был как бы в плену Хоси-Юрти, валлахи, очень много случаев и рассказов слышал, какие вещи как бы творятся вот в их среде. О некоторых вещах даже неудобно рассказывать. Даже касательно того же Даудова и всех остальных. А то, что Рамзан там вытворяет с людьми, как он обходится самыми близкими, как бы своими подручными, очень много рассказов, очень много фактов. Иншаллах, будет время, будем делиться, иншаллах. А вот мы знаем, как Рамзан сам утверждает, что он якобы во всем старается брать пример со своего отца. И вот мы знаем похождение его отца, многие, по крайней мере, знают. И, соответственно, Рамзан сам не отстает от своего отца. И большинство, не то что в самом Хоси-Юрти, в целом по вилаяту Нохчичу, люди в основном все знают вот эти проделки, вот эти развращенные поступки, убийства. Все это люди знают. Ну, приходится молчать. Очень много случаев рассказывать, как Ахмад был не прочь полакомиться в чужих ульях. Как говорится, чужой мед всегда бывает слаще. Если как бы нужны подтверждения моих слов, а я вот очевидцам вот этих проделок склонен верить, если есть сомневающие, можно спросить, есть такой Зияд Сапсади, который также близкий соратник как Ахмада, так и Рамзана. Вот он тоже очень много что видел и знает, и на себя как бы ощутил примерно вот эти проделки того же Ахмада Кадырова. Когда он наведывался в Москву, часто бывал у него в гостях. Также можно вот такие вещи порасспросить, узнать о таком, как бы, у такого персонажа, как Башир Куштов. И у него есть друг тоже, подручный такой, Ахмед Катиев. Вот они тоже в курсе многих дел, которые проделывали как Ахмад, так и его сын Рамзан. Вот этот Башир Куштов, Ахмед Катиев, они как бы являются одновременно, как бы в одно время были близки и с Рамзаном, но на данный момент они как бы являются приятелями того же Адама Сазана. Также как бы вспомнился случай, вот я помню, в 2002 году к нашим муджахидам после операции в плен попали старший помощник на тот момент прокурора Чеченской Республики по кадрам
была такая капитан Надежда Погосова, и вместе с ним зампрокурора Шатойского района Андрей Климов. Когда уже их отвезли в безопасное место и начали как бы допрашивать и искать варианты, какую выгоду можно как бы из них извлечь или расстрелять, или как бы продать их, чтобы какую-то пользу из них, чтобы от них получить. На вопрос, когда муджахиды задали такой вопрос, кто как бы вас может выручить, помочь там, вот этот старший лейтенант Климов, говорят, молчал, а вот эта Погосова Надежда, как бы не задумываясь, сразу сказала: Ахмад Кадыров поможет. Кстати, есть фотка вот в интернете, они как бы в обнимку вместе стоят. То есть вот люди в большинстве своем знают, в чем суть пути Ахмада Кадырова. Ну вот как бы та подрастающее поколение, которое еще не в курсе вот этих событий, вот вся вот эта пропаганда льется именно на ихние уши. И как бы хотелось бы упомянуть о наших, не о наших, а вот о тех псевдомул, типа Асвада Хариханова, который, можно сказать, является самым таким образованным из тех, кто сейчас состоит по штату у Кадырова, Магомеду Хитанаю, Адаму Шахидову, Межиеву Салаху и всем остальным подобным им, как бы пользуясь случаем, хочу сказать одно. Когда у Ахмада Кадырова спросили про мул, как бы про вашу категорию, как он ответил, я выше сказал. Когда увидите человека, который говорит, что он мулла, и ставит какие-то запреты и ограничения в исламе, убейте его. Это его слова. Ибо все зло у нас происходит из-за таких мул. Поверьте, я их хорошо знаю. Вот так он ответил собеседнику. И вы, соответственно, находясь под таким наставником, хорошо усвоили урок, что у вас нету ни ограничений, ни запретов, ни в религии, ни в жизни, ни в быту. Разрешаете все, следуя своим страстям, оправдывая, поощряя весь разврат и политику развращения, которая сегодня навязана нам Кремлем. А еще как бы мы часто видим, как вы делаете заявления против ЛГБТшников, мол, мы выступаем именно вот, чтобы вот эта зараза не пришла к нам, когда их полным-полно в правительстве России и также в ваших рядах. Валлахи, это абсолютная правда. Поэтому, как бы опять, пользуясь случаем, призываю всех искренних алимов и муталимов усилить проводимую работу в информационную, как бы на информационных площадках вот против этих продажных любянских мул и опровергать их ложь и заблуждение. Каждое их ложное утверждение, высказывание и призывы, которые не соответствуют исламу, надо опровергать на корню. И именно вырезать вот именно те моменты, их высказывания, и давать им опровержение в соответствии с Кораном и Сунной. Будь то в видеоформате, в аудио, в текстовых вариациях, в зависимости от ситуации. Ну, надо нам всем это делать последовательно и по нарастающей. Вот в одном из своем выступлении вот этот Асвад или Асвад Хариханов, не знаю, как правильно выговорить, он говорит, что Ахмад Кадыров – это шахид. И что у нас как бы есть российские паспорта, и мы обязаны воевать за Россию, и это якобы является джихадом на пути Аллаха. Что его брат подписал контракт, и он как бы рад и горд за него. Контракт на войну в Украине. Хотя мы знаем, что туда он не поедет. Субханаллах. Пусть Аллах никогда не обрадует тебя большим, Асвад.
таких мул не то, что нельзя слушать. Валлахи, я считаю большое унижение мужчине давать им даже руку. Этот же Путин, который грозился воевать с нашим Аллахом, субханаллах, а Асват и ему подобные сегодня как бы призывают и убеждают нас воевать за унитазы вот этого Путина, называя это джихадом. И хотелось бы напомнить вот спонсорам вот этих мул. Я понимаю, когда бытности их финансировали, помогали им, когда они были еще студентами, надеясь, что они как бы принесут пользу исламу и нашему народу. Вот когда такая помощь делалась, я надеюсь, что эта помощь, иншаллах, им как бы обернется и воздастся по их намерениям. Но те, кто сегодня как бы продолжает подкармливать и финансировать вот этих лубянских мул, валлахи, я более чем уверен, будут нести ответственность в судный день. Нельзя им помогать и поддерживать этих манкуртов и слуг Иблиса. Вот если взять село Хоси-Юрт, в котором сегодня по факту, можно сказать, не проживает ни один коренной абориген этого села. Их всех выдавили оттуда, кого силой, кого угрозами, а кого вынудили уехать, выкупив у них землю или дома. А все, кто сегодня населяет это село, это в большинстве своем иноверцы и оккупанты, которые внедрены кафирами в нашу среду. А по факту коренных хоси-юртов, насколько я слышал, сегодня как бы подкалывают и называют людьми, у кого забрали село. Юрт-хаях-каннах. Вот как бы по-чеченски. Называют самых как бы коренных хоси-юртовцев. Вот будучи вот в плену в Хоси-Юрте, вот что мне врезалось в память, вот у этих манкуртов, да, у них вот есть такое коронное высказывание, как бы это с одной стороны у них и упрек, и как бы мат, и пожелание в спорах, в разговорах. Например. Вот я, будучи уже в 45-летнем возрасте, валлахи, когда я вот впервые услышал, вот как они между собой разговаривают, я себе места не находил. Вот у них вот коронное вот выражение, мол, по отношению друг к другу, они как бы вот так высказываются, мол, поимей свою мать, примерно. Вот. Это коронка у них. И когда я их начал как бы укорять, вы что, с ума сошли, как вы можете вот так говорить, примерно, многие из них, как бы смеясь мне в лицо, говорили тогда, ну, это, Ахмад, мы как бы вместо бисмилля так, у нас это так положено, заложено как бы. Я целыми днями, можно сказать, примерно, не мог приходить вот от таких высказываний, вот как они обращались друг к другу, и все это как бы вписывается в путь Ахмада Кадырова. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Вот опять-таки всем тем прихлебателям вот этого кремлевского режима я как бы делаю такую насиху, пора начать думать и делать выводы, как вам дальше жить и выживать. Времена меняются, и перемены надвигаются конкретные. Как говорится, недолго музыка играла. Поэтому те, кто еще не погряз в крови и в убийствах, надо делать определенные выводы, пока не поздно. А Кадыров и его ближайшее окружение для коренных народов Нохчи, валлахи, всегда были и будут оккупантами, предателями и убийцами. И это факт, который не подлежит пересмотру. Вот мы как бы многие слышали, что у иудеев масон есть процедура посвящения, через которые как бы обязаны проходить все, кто ходит как бы в их круг и принимает условия вот этих сект, особенно те, которых готовят на какие-то управленческие роли в тех или иных государствах.
И все это как бы вот фиксируется при свидетелях. Вот у них есть такие процедуры. И вот это тоже, видимо, такая процедура как бы принята на вооружение в Кремле. И со слов многих аналитиков, сам Рамзан также прошел вот эту процедуру. Когда согласился сменить своего отца и тем самым отправив его на верную смерть, сам в то время еще оставшийся в Москве. Также, будучи еще в Хосе-юрте, я слышал много рассказов из его ближайшего окружения, что Рамзан, когда сам лично пытал людей, а он, говорят, очень любил этим заниматься, то пытал самыми развращенными методами, вот, разрывая внутренности как бы железным прутом или черенком от лопаты, как бы вводя их через задний проход человеку, которого он пытал. Видимо, у него как бы старая рана не давала, видимо, покоя. Это не наши догадки, это вот рассказывали сами вот люди, которые непосредственно окружают вот этих чертей, хосе-юртовцы. И еще много чего рассказывали, валлахи, просто язык не проворачивается рассказывать вот эти вещи. Мы помним, как они сажали на бутылку одного парня, критика Путина, не буду называть фамилии. А в свою очередь Путин и ФСБшники над этими же манкуртами проводили вот эти же методы и вот эти же процедуры, как бы проверяя на лояльность и преданность. И, соответственно, вот пережитое на своей шкуре, они, получается, возмещают настоящим на наших детей. Алхамдулилля, Аллах все видит и как бы возвращает тем же самым. В недавнем прошлом мы помним слухи, как вокруг Адама Кадырова ходили, что якобы также не исключено, что это все делалось по заданию ФСБ. Все возвращается как бы бумерангом. То, что ты творишь над людьми, все опять тебе возвращается. И многие в курсе того, что вы все в большинстве своем проходили вот эти процедуры. И те, кто сегодня готов занять пост вот в этих высших кругах предателей, в будущем должны знать, что они обязаны проходить вот эти посвящения. Это как бы гарантия верности взятому курсу. Подменяя, можно сказать, и по возможности искореняя нашу религию, наши обычаи, наши традиции, кафиры знают и понимают, что должны это заменить чем-то материалистическим, красочным, чтобы толпа не роптала, как бы не сопротивлялась. Создавать эффективные картинки, отвлекать наши народы от сути проблем, чтобы нас обмануть и ввести в заблуждение, тем самым усмирить нас. Вот как говорится, хлеб и зрелище, как в Древнем Риме. Вот что мы сегодня по факту видим в наших республиках. Взять отдельно Нохчичо, мы видим повседневные рекламы туризма, куда зазываются в основном женщины легкого поведения, развращенные танцы и пляски, песни открытым текстом, где как бы озвучивается отношение любви, интима и всего остального. ММА, мордобитие за деньги, вознося вот этих людей, культ личности, с кого надо якобы брать пример. КВНщики, вот это сборище, где стирают все правила приличия и достоинства. Молодежные форумы и кружки с мешанием полов под разными звонкими именем Путина, там, Кадырова и всех остальных. Что мы видим как бы на выпускных школьных мероприятиях, как взрослые девушки, которые уже готовы на выдание, и парни, как они берут друг друга за руки, под руки,
и как бы выполняет вот эти ритуальные хороводы, которые им задают. Вот это есть путь Ахмада Кадырова. И все это как бы оборачивается, вот как конфету оборачивает примерно, фантик примерно ислама, адата, как бы сохранение наших традиций. А на самом деле ничего из этого практически в нашей среде уже не осталось. Вот это есть цена за то, что мы должны как бы забыть и отвернуться от нашей религии, от традиций и адатов, чтобы перестать быть мужчинами, о онахах, валлахи, даже как бы и говорить не приходится. Большинство так называемых мужчин сегодня стали как бы куклами вот этих чеченоговорящих оккупантов и манкуртов под управлением Кремля, которые, можно сказать, уже открыто навязывают нам матриархат, женовластие, а по сути бесчестие и позор для наших народов. Все, что мы сегодня наблюдаем, это один сплошной спектакль, где режиссером как бы является по факту Иблис. Для каждого желающего есть роль и место в спектакле. С одним только условием – играть надо по сценарию Иблиса. Мы и помним в прошлом, когда у нас сохранялись участки территории, неподконтрольные врагу, и фронт как бы держали наши герои, муджахиды, у нас в то время был голос и был даже выбор – стать защитником, муджахидом или рабом и предателем. А сейчас мы по факту не имеем ни выбора, ни голоса. Виновные в этом и причины, которые привели нас вот к такой реальности, лежат на поверхности. Сейчас не надо называть имена вот этих виновников и вот эти причины. Они лежат на поверхности. Только надо анализировать, изучать и делать соответствующие выводы. Наша консолидация вот кавказских народов в первую очередь, независимо от нашей нации, народов, возможно, вот даже вот в таком регионе, близкородственном регионе, возможно только на основе Корана и Сунны. Понимание праведных предшественников, к чему мы и должны стремиться. И соблюдать вот эти законы, которые ниспосланы Всевышним Аллахом и как бы показаны нам сунной нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Первый шаг вот в этом направлении, это мы должны в каждом вилаяте, в каждом народе выбрать легитимный орган управления путем отбора лучших из лучших, лучшие как бы из лучших, которые, можно сказать, независимы и нелояльны кафирам и внешним как бы силам. Вот если мы в этом направлении не будем двигаться, валлахи, Иблис и его войско примерно поэтапно достигают своих целей, а мы будем просто со стороны наблюдать и как бы скрипеть. Как только мы выберем совет Шуры, а Шура выберет амира, наша цель и задача сделать присягу байат и следовать вот курсу, взятому вот этими людьми. Другой легитимной власти у нас нету. Я выше как бы подтвердил это. Кадыров сегодня, можно сказать, если переводить в это как бы материальную сторону, Кадыров на Кавказе, можно сказать, самый богатый человек сегодня, плюс-минус. У него есть личная армия, но тем не менее его слова, его призывы для нас абсолютно ничего не значат, потому что это не основано на Коране и Сунне. И мусульмане это понимают. Поэтому вот касательно того, что наши враги, в первую очередь кафиры, будь то российские кафиры, западные кафиры, и ихние как бы прихлебатели, ихние рабы, манкурты, которые сегодня стараются уничтожить ислам
и тех, кто следует истине. Вот у нас единственный выход, который сегодня у нас остался, это вот выбрать для нас легитимный орган, чтобы мы по факту могли признавать их и подчиняться им. И вот касательно вот нашего эфира, валлахи, у меня столько материала, что можно как бы говорить без конца об этих выходках, вот этих манкуртов и вот их взаимоотношений. Ну, как бы не будем сегодняшний эфир удлинять. Бывает замечание, что слишком длинные эфиры тяжело слушать. Поэтому сегодняшний эфир как бы подведем к концу. Если у спикера нету что добавить, иншаллах, сделаем дуа и как бы завершим сегодняшний эфир. И я смотрю, Ламру здесь как бы не присутствует. Поэтому, иншаллах, братья, тогда сделаем дуа и как бы завершим сегодня. Тогда сделаем дуа, Машванатур, и как бы завершим сегодняшний эфир. Мы просим Аллаха, чтобы Он показал нам истину истиной, и чтобы мы последовали за этой истиной. О Аллах, покажи нам порицаемое порицаемым, и помоги нам отдалиться от него. Защити нас от неясностей, дабы не последовать за своими страстями без руководства от Тебя. И сделай наши страсти и желания покорным Твоей воле. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду аля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату, братья.